Здравствуйте, уважаемые жители города Канаш, Канашского района. Меня зовут Сабиров Дамир Ринатович, заместитель начальника управления организации работы клиентских служб, руководитель клиентской службы на правах отдела в городе Канаш. Сегодня мы хотели осветить одну из тем по направлению Пенсионного фонда. Это с 1 января 2022 года Пенсионный фонд России начал представлять россиянам ряд выплат. Это компенсации и пособий, которые прежде назначались и выплачивались через органы социальной защиты населения. В соответствии с принятыми поправками в федеральном законодательстве Российской Федерации возложены новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд на основании выплатных дел. Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для 5 категорий граждан. Это нерабочие граждане, которые имеют детей, лица, подвергшиеся воздействию радиации, реабилитированные лица, далее инвалиды, дети-инвалиды, имеющие транспортные средства по медицинским показаниям, и военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом России. Так, к примеру, через Пенсионный фонд Российской Федерации в 2022 году будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей. Это ежемесячные пособия неработающим гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, единовременные пособия при рождении ребенка, единовременные пособия при передаче ребенка в семью. И также единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. С полным перечнем передовых мер можно будет ознакомиться на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Тем гражданам, которые получали эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом Российской Федерации автоматически на те реквизиты, которые были указаны ранее. В этом случае обращаться в Пенсионный фонд не требуется. Если же гражданин, который имеет право на эти пособия, до этого не обращался, то ему будет необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России. Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы, осуществляющие социальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер социальной поддержки, что также позволит повысить качество их предоставления. В январе 2022 года отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике произвело выплаты мер социальной поддержки, принятых от органов социальной защиты населения. Выплаты были осуществлены через Почту России и кредитные учреждения. Важно отметить, выплаты пособий за январь 2022 года она была досрочная. Порядок выплаты предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующий за месяцем, за который выплачивается данное пособие. То есть Пенсионный фонд должен был перечислять средства за январь 2022 года в феврале месяце, за февраль 2022 года в марте и за март в апреле. Соответственно, выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. А начиная с марта уже перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачивались в новом месяце. В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым назначениям тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале месяце. Например, мама, не работающая, получает пособие на ребенка до 1,5 лет в отделении почтовой связи каждый месяц 5 числа. За январь 2022 года это пособие она должна была получить 5 февраля, но получила досрочно в январе по утвержденному Почтой России графику. Далее за февраль 2022 года эту выплату она получит в марте месяце в обычные сроки 5 числа. Напоминаем, что получить более подробную информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду Российской Федерации из органов социальной защиты населения, можно на сайте Пенсионного фонда России. Также по телефону регионального контакт-центра отделения Пенсионного фонда России по Чувашской Республике по номеру телефона 8 800 600 04 85, а также в официальных аккаунтах отделения Пенсионного фонда, это в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм. Спасибо за внимание.